İjadi яшьләр илһам чыганагын кайдан гына алмыйлар. Бүгенге Алгарыш сәхифәсенең кунагы Анита Грейга яңа идеялар ничек килә? Сәлам, Анита. Анита Грей Fashion Revolution агымы башында торучы кием дизайнеры. Әти-әнисе Анитаның дизайнер булырга теләвен бөтенләй хупламаган. Шуңа да яшьтәшебез иң элек лингвист белемен ала. Тик үҗәт кыз барыбер үз дигәненә ирешә. Бөек Британияга китә һәм кием дизайнеры белемен ала. Анита дөньяның 11 илендә булырга өлгерә һәм һәр вакыт бер сорауга җавап эзли. Нәрсә соң ул мода? Анитаның төп уңышы Миланда узган мода атналыгында катнашу. Я помню мой первый день в Лондоне, мы приехали, нас попросили принести старую пару джинс. И я не поняла сначала, думаю, ну как так-то? Я столько к этому шла. Я сижу такая злобная, с этими джинсами в уголке, распарываю. Ну как бы я распорола за полчаса, а нам дали 4. На меня так все смотрят и говорят, ну помогай теперь другим, и испытывай, что ты чувствуешь. И записывай это в свой дневник. Я такая думаю, так, я чувствую злость. Я чувствую, что это не стоит этих денег, что я сюда как бы всю жизнь шла до Лондона, и в итоге получается, что я неправильно выбрала факультет, мне показалось. Я его выбирала, знаете, как? Ну, как все русские. Он покороче был. Я не читала. Но в итоге, наверное, именно они позволили мне открыть мой голос. То есть единственное, что я хорошо делаю, потому что с детства перешивала из старья, сочетаю ткани, фактуры, и они мне показали, что это нормально, что это модно, что это новое направление, ему всего 5 лет, называется «Модная революция», Fashion Revolution, как раз началось в Лондоне, и вот мы как бы в передовых, поэтому немножко сложно донести это до людей, наверное, наш менталитет еще это не воспринимает, но чтобы купить вещь, которая будет стоить как произведение искусства из старых вещей перешитых, ну, как бы, да, наверное, это какой-то уровень осознанности должен быть. Тарих битләренә күз салсак, 1982 елда Россиягә чит ил киемнәре кертелә башлый. Һәр егет кызның өстендә футболка, олимпийка, джинсы була. Вакыт узгач, егет кызлар әлеге матур төрле төсле киемнәрдән ни кадәр чуп калуын аңлый башлый. Менә шуннан инде Fashion Revolution башлана. Яшьләр иске киемнәргә яңа сулыш өрәләр, яңа фасон кертәләр, үзгәртәләр, утилләштерәләр. Анита Грей әлеге инкыйразны яңадан кабатламакчы була. Мода сейчас для меня, это не то, что было раньше, это не красивое платье, это не какой-то эффектный лук, мода это больше сейчас для меня ответственность. Дуслар, беләсегез килсә, берсеннән алып 10 февральгә кадәр Бакый Урманчы музеенда Анита үзенең күргәзмәсен оештырды. Если вы придете, посмотрите, например, даже нитки, которые я распорола от джинс, я их потом нашивала в виде вышивки. Я пыталась понять, как мы можем полностью утилизировать, и это все, конечно, пошло, опять же, от вопроса, который меня сейчас интересует больше всего, это вода. Если каждый человек, ныне живущий 7 миллиардов, одну пару джинс не выкинет, чтобы другую не купить, а либо утилизирует, либо он ее как-то переработает, то мы сохраним питьевой воды на 95 лет для всего ныне живущего населения из расхода по 2,5 бокала в день. И на выставке как раз есть 0,014 граммов нитки, которая равняется 1 литру воды, который на ее расход. То есть это то количество джинсы. Анита, менә без синең турыда кыска гына белешмә карап уздык. Шулай да беләсе килә, менә сине шушы яңа идеяләр тудырырга нәрсә тәрә? Меня вдохновили, наверное, те люди, с которыми я сталкивалась. Вот в Индии однажды меня в гости позвали мои коллеги, и они жили, я не могу, 12 квадратов подземелья. То есть это комната, в которой жило 3 поколения. И там вот буквально, там не было кровати, там вот они в каких-то топчанах спали. Кто-то болел, и у них на всю семью был пластиковый пакет с едой, какую-то они замесили. В Индии уважение к вам проявляется, когда вас они вот на ладошку кладут, с ладошки из руки кормят. И я ни разу не видела там, как бы, чтобы люди мыли руки. И у меня было вот это состояние между не принять, потому что это последняя еда, и плакать, потому что это последняя еда. И я помню, они мне даже сколько-то еще отложили домой. Я в тот день задумалась, что у людей нет ничего, они готовы со мной делиться, и они улыбаются, и ситуация не изменится. То есть ситуация по потреблению, когда я жила в Америке, и люди просто ходят на шопинг в обед, потому что им делать нечего, потом эти все вещи складируются с этикетками
в шкафу, или у них есть такая психотерапия, да, там сходить на шопинг, успокоиться, или девушки, у меня плохое настроение, я пойду себе что-нибудь куплю. Ну, как бы, а мы же не задумываемся, кто это производит. Я видела детей, которые в возрасте 7-8 лет, у них нет детства, как бы там есть детский рабский труд, они шьют и вышивают сари. И я поняла, что у кого-то нет детства, у кого-то... В Бангладеше люди по окончанию рабочего дня могут накопить 21 рубль. То есть какие мечты мы можем осуществить, если мы накопим 21 рубль за день? И я поняла, что я езжу и смотрю мир, и у меня есть эта возможность, а у них никогда не будет. И, наверное, это нечестно, и я бы хотела своей практикой просто привлечь внимание, чтобы люди во всем мире стали более ответственными. Анита, яшьләр синең агымга кушыламы? Была неделя, которую проводила Fashion Revolution, называлась Make Something, и это неделя, когда люди бойкотировали Cyber Monday и как раз Black Friday. И мы с ребятами и с теми, кто нашел нас на Казань Go, из старых вещей перешивали игрушку. И ко мне подошла девочка, ей 12 лет, и она на меня посмотрела такими глазами и говорит: вы знаете, я не знала, что из маминой старой футболки можно сделать такую красивую куклу. И я поняла, теперь нас двое. Теперь вот в этом течении Fashion Revolution в Казани нас двое, потому что у нее сознание изменилось. Анита, сиңа алгарыш елында зурдан-зур уңышлар теләп калабыз. Безнең тапшыруыбыз дәвам итә.